арал проблемасын айтуға маған 3 минут, 5 минут сөз берсеңіз деп өтініш жасадым. Сол кезде Горбачев байқамай, мынау Чақановқа 3 минут сөз беріңдер деп тапсырма беріп қайтты. Содан кейін маған сөз беріп дегенде мен арал жөнінде бір ауыз сөз айтқан жоқпын, желтоқсан шындығын жайып салдым. Мы даже при такой гласности и открытности на съезде не поднимаем вопроса о декабрьских событиях в Алмате 1986 года, когда против мирных демонстрантов впервые в стране были применены саперные лопатки, служебные собаки, девушек избивали дубинками, кирзовыми сапогами. Все это происходило тогда, когда еще не было общеизвестного указа о демонстрациях, митингах. От общественности до сих пор скрывается число жертв среди демонстрантов. По неполным данным, около 2000 человек было арестовано. Многие из них осуждены к длительным срокам лишения свободы. Тысячи исключены из учебных заведений, уволены с работы. Эпоха застоя при первом на него натиске показала свой жестокий оскал. Правда о событиях в Алмате и по противоправных действиях солдат внутренних войск до сих пор остается засекреченной. Вышло постановление ЦК КПСС о работе Казахской республиканской партийной организации по интернациональному и патриотическому воспитанию трудящихся. В этом постановлении событие названо проявлением казахского национализма. Можно обвинить 5000 людей, 10 000 людей и 100 000, но нельзя же обвинить национализм весь казахский народ. Слово «казахский национализм» – это обвинение всему казахскому народу. Группа казахстанских депутатов предлагает до пленума именно на нашем съезде мы должны принять декрет о статусе государственного языка коренной национальности союзных автономных республик, автономных областей, национальных округов и малых народностей, а также решить очень обострившийся вопрос о судьбе советских турок и крымских татар, которые до сих пор чувствуют себя изгнанными в своей стране. Бомба болды, бомба жарылғандай болды. Оны кейін барлығы жабылып, Горбачевтен бастап, бәрі мені тоқтатуға күш салды. Мен ештеңені бүкпей түгелдей желтоқсан шындығын ашып салдым.